Быть учителем – нелегкий и ответственный труд. Любовь к осетинскому языку наша героиня Милана Псхацыева старается привить и своим ученикам. Молодой и талантливый педагог охотно делится с детьми знаниями, ведь именно через родную речь можно лучше понять местную культуру и традиции. Недавно девушка заняла первое место в 12-м межрегиональном конкурсе учителей родных языков и литератур «Мы разные, но равные». Она стала лучшей в номинации «Учитель-мастер». Участвовали специалисты со всего СКФО и Адыгеи. Помогли усердная подготовка, а также поддержка любимых детей и коллег. С победительницей пообщалась наш корреспондент Лидия Цахилова. Не только о происхождении слов в осетинском языке, но и традиции, история народа. Уроки родного языка и литературы у Миланы Псхацыевой проходят именно так. Ребята полностью погружаются в атмосферу аутентичности, естественно, через призму сегодняшнего дня. Разгадать ребус, выполнить тест или вовсе пойти в театр, либо на экскурсию в этнографический музей, который, к слову, у нее же дома. Милана Псхацыева знает, как заинтересовать ребят. Нас пригласили на выходных в музей. Там было очень много древних предметов, разные кувшины. Вот. Она нам показала, что и как раньше было, как всем этим пользовались. У Миланы Тимуровны очень интересный подход к изучению языка. Мы смотрим фильмы на осетинском языке. Я всегда готовлюсь к каждому уроку осетинского языка, потому что это, во-первых, очень интересно, во-вторых, я понимаю, что это нужно мне самому. Такой необычный подход к обучению ценят не только ребята, но и коллеги. Они же и подсказали Милане принять участие в межрегиональном конкурсе учителей родного языка «Мы разные, но равные». Для нее это первое испытание такого масштаба. Готовилась усердно. И как результат – победа в номинации «Учитель-мастер». Каждый учитель в своей работе должен расти, то есть делать шаги какие-то профессиональные. И это был очередной шаг мой. Конкурс проходил в 4 этапа. Первое – это было представление родного края. Второе – это визитная карточка, самопредставление. То есть третье – это был мастер-класс, нужно было показать фрагмент урока. Четвертое, последний этап – это был методическая мастерская. Это очень творческий человек, который безумно влюблен в свою работу, безумно влюблен в осетинский язык. Это душа школы. Она всю себя отдает детям и работе. Об уровне мастерства говорит и опыт. Милана Псхацыева в профессии уже 16 лет. О своем выборе ни разу не пожалела. Признается, еще в школе хотела преподавать осетинский язык и литературу. И все благодаря любимому учителю. Лариса Казбековна Кочесова. До сих пор я ее очень люблю и очень рада ее встречать. И глядя на нее, я была уже уверена, что я стану учителем осетинского языка и литературы. Я ей восхищалась все годы школьные. В своей работе Милана Псхацыева следует одному правилу – нет ничего невозможного. И, конечно же, любовь к детям и к делу всей жизни. Это именно та формула, которая помогает подходить к урокам родного языка творчески. Лидия Цахилова, Артур Дудаев. Новости Осетии.